7 января 1995 года в горах на юге Чечни бандитам удалось окружить и взять в плен группу бойцов спецназа федеральных сил, которые из-за погодных условий и потери связи оказались отрезаны от своих. В город Шали, где пленников держали в бывшем РОВД, тут же слетелись журналисты зарубежных и некоторых российских либеральных каналов. Боевики открыто хвалились своим трофеем. Это был неприкрытый вызов федеральному центру. Внезапно на переговоры к террористам прибыл заместитель министра по делам национальностей Ким Цаголов, без оружия и охраны. А 19 января 1995 года всех заложников отпустили без выкупа. Как же этого сумел добиться Цаголов, чиновник, доктор философских наук? И какой уникальный собственный опыт использовал в переговорах этот отставной генерал-майор? Сегодня мы можем раскрыть некоторые детали биографии героя, который долгие годы был своим среди чужих. Банды душманов терроризируют местное население, уничтожают хозяйственные и промышленные объекты, зверски расправляются с активистами. На этих кадрах советской кинохроники взорванные школы и линии электропередачи, телефонной связи. Маджахеды, подталкиваемые зарубежными кураторами, планомерно уничтожали все, что было построено Советским Союзом для улучшения жизни простых афганцев. Однако главными объектами нападений все же были колонны и объекты инфраструктуры советских войск. Чтобы предотвратить атаки, нашей разведке приходилось искать контакты с разными афганскими формированиями. Кто-то мог стать источником бесценной информации, а кого-то удавалось даже привлечь на свою сторону. Совершенно уникальным переговорщиком и разведчиком в стане врага стал кандидат исторических наук, доктор философии, начальник кафедры военной академии имени Фрунзе полковник Ким Цаголов. В Афганистан он был командирован главным политуправлением вооруженных сил. Цаголов изучал Афганистан, что и заинтересовало командование. Эта страна в то время была, по сути, терра инкогнита, неизведанной землей. Осетин по национальности, Ким Цаголов немного знал созвучный осетинскому язык дари, потом стал изучать и фарси. Старший военный советник Цаголов с самого начала службы в Афганистане в 1981 году отстаивал идею: с афганцами нужно не столько воевать, сколько договариваться. И эта позиция нашла сторонников. Вскоре полковник Цаголов оказался в прямом подчинении главного военного советника. Больше он никому не имел права сообщать о своих заданиях, даже армейским генералам. Тому, что афганцы принимали Цаголова за своего, способствовала внешность. Из воспоминаний Кима Цаголова: я чуть не подавился, когда мать семейства на чисто дигорском диалекте осетинского языка сказала дочери: «Подаи корову», и, обернувшись ко мне, добавила: «Ешь потихоньку». Первая мысль была: меня разоблачили, это провал. Спустя некоторое время я понял, это не осетинский, а другой язык. Но как похож. Всю ночь я не спал, хотелось рассказать о себе, своей национальности, но военный долг. Я тешил себя надеждой, что когда-нибудь смогу вернуться сюда. Доктор философии оказался не кабинетным работником. Переодевшись, Цаголов пропадал из расположения наших частей на 2-3 месяца, а потом возвращался с бесценными разведданными. Цаголов выдавал себя за немого. Принять у вечного странника у афганцев считается делом угодным Всевышнему. И его принимали в кишлаках, где хозяйничали маджахеды. Ким видел и слышал, что они замышляют. Каждый раз Цаголов ходил по лезвию бритвы, сознавая, его обман может раскрыть любая непредвиденная случайность. Ему над духом стреляли, а он даже не дернулся. Он же немой, он же не слышит. Смотрите, какая выдержка самообладания. Ему грозили смертью в Паншерском ущелье. Остановили, подвели к главарю банды. Тот, чтобы заставить немого говорить, на его глазах приказал расстрелять одного за другим 10 пленных. Такое физическое и моральное напряжение не проходило бесследно. Какие же данные добывал Цаголов и подобные ему разведчики в Афганистане, ежеминутно рискуя головой? Очень важно было узнать, где находятся попавшие к душманам в плен наши солдаты, чтобы по возможности отбить или обменять их. Цаголов добывал эти сведения.
и очень переживал, если не удавалось вовремя использовать информацию. Так было, например, в случае с тюрьмой Бадабер, где советские военнопленные подняли восстание и погибли. Но самое главное, чем занимался Цаголов в бандах, это вербовка. В том числе главарей маджахедов. Первая банда, которую полковник привел на нашу сторону, насчитывала 360 человек. Возглавлял ее выпускник одного из западных университетов по имени Маланга. К тому моменту в банде Маланга никто не сомневался, что Цаголов безобидный немой. Как-то ему удалось остаться с главарем наедине, и Ким тихо произнес: «Маланг, Маланг». У того чуть глаза не выскочили из орбит, он схватился за автомат. Цаголов невозмутимо продолжил: «Спокойно, Маланг, спокойно». Придя в себя, главарь спросил: «Кто вы? Что вам надо?» И услышал: «Я советский полковник». Вскоре отряд Маланга влился в ряды местной милиции. Эта история произвела на командование неизгладимое впечатление. Так что вскоре Ким Македонович вошел в следующую банду. И снова успешно. Всего Цаголов завербовал и перевел на нашу сторону 11 банд. То есть сохранил жизни множеству наших солдат и офицеров. В 1989 году советские войска стали выходить из Афганистана, но Цаголову категорически не нравилось, как это происходило. Получалось, шурави бросали там поверивших им людей. Боль переполняла его сердце, и он поделился ею со своим другом, молодым амбициозным журналистом Артемом Боровиком. Тот решил опубликовать интервью в западной прессе. На следующий день после публикации Цаголова попросили написать рапорт об увольнении. Впрочем, отставка была почетной, с присвоением генеральского звания. Однако новоиспеченный генерал в отставке недолго оставался без должности. Почти сразу он стал советником Президиума Верховного Совета СССР. И в декабре 1990 года оказался в Цхинвале, столице Южной Осетии, автономию которой отменил новый глава Грузии. Зviad Gamsakhurdия тогда сделал ряд резких заявлений националистического характера, вроде «Грузия для грузин», что сразу заставило осетин вспомнить события 1918-1920 годов, когда меньшевистское правительство Грузии проводило в Южной Осетии массовые этнические чистки. Тысячи мирных жителей погибли, тысячи бежали в советскую Северную Осетию. В январе 1991 в Цхинвале начались перестрелки местного населения с грузинскими милиционерами. Горячих голов хватало с обеих сторон конфликта. Когда начались обстрелы и боестолкновения отрядов Гамсахурдия с осетинскими ополченцами, Цаголов не опустил руки и продолжал вести переговоры с конкретными командирами. Усилия Цаголова были оценены в Кремле. Генералу предложили занять пост заместителя министра по делам национальностей. Цаголов пришел в Министерство по делам национальностей в тревожном 1993 году. Главным направлением его работы стал Северный Кавказ. Цаголов считал боевые действия, начавшиеся на Северном Кавказе в декабре 1994-го, ошибкой. Но он честно исполнял свой долг, бесстрашно вступая в переговоры со всеми, кто мог повлиять на ситуацию. Цаголову приходилось вести переговоры об обмене пленными, решать вопросы как с боевиками, так и с российской прокуратурой, чтобы выполнить требования другой стороны. Самый громкий обмен был произведен в январе 1995 года. Тогда между селами Алхазурово и Комсомольское в плен попала группа бойцов спецназа федеральных сил. Для разговора с главарями бандитов прибыл генерал Цаголов. Его отвезли с закрытыми глазами. Когда на рассвете они встретились, они поставили условия об оплате. На что генерал Цаголов сказал: «Как вам не стыдно? Я представитель Кавказа. Я старше вас всех. И вы мне предлагаете и со мной пытаетесь обсуждать вопрос финансов. Я приехал, я оказал вам уважение». Этим предложением он их поставил в ступор некий. И они сказали: «Ну хорошо, раз вы приехали, раз вы не побоялись приехать, мы их отпустим».
А выкуп за спецназовцев заплатить все же пришлось, правда, довольно своеобразный. Там один тоже прошедший афган, и знал его по афгану. Он говорит, ну там 2 тельняшки дадите, десантные. И он получил 2 тельняшки. Вот реально вот цена Цаголова с точки зрения бесценности его спасения душ человеческих. 2 тельняшки. 19 января 1995 года плененных бойцов вывели из подвала и провели в автобус, который двинулся в сторону федеральных сил. Передачу провели на мосту через реку Аксай. Еще одного пленного, майора Дмитриченкова, обменяли 3 месяца спустя. Командир этих спецназовцев приезжал к нему в день освобождения к Цаголову в министерство. Каждый год. Спустя годы специально приехавшие на 70-летний юбилей Кима Цаголова жены и матери спасенных ребят вставали перед ним на колени, благодаря его за бесстрашие. Генерал-майор Ким Цаголов удостоен 28 государственных наград СССР, России, Афганистана и Польши. Почетный гражданин нескольких городов. Он ушел из жизни 11 октября 2015 года и похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.